Где находится улица, можно написать на узбекском или на таджикском. Это же не село какое-то с деревни, где висят эти таблички. Пусть будет на узбекском, тем более это довольно большая часть уже населения Москвы. Коренного населения, конечно, должно быть больше, а то не хочется, чтобы Москва стала вторым Парижем. Приехали из Таджикистана. Конечно, да, это удобно для тех, кто не понимает русского языка. Это очень удобно и помогает. Ну, наверное, для них это удобнее, естественно. Это удобнее делать для туристов, там Китай, Америка, Италия, еще что-то, но Узбекистан нет, потому что можно выучить русский, и если вы приехали сюда работать, жить и так далее, то лучше, скорее всего, подучить русский. По поводу табличек в метро на разных языках я отношусь положительно. Потому что, в принципе, у нас Москва многонациональная страна, и всем должно быть удобно и комфортно. На самом деле, именно русскоговорящих, англоговорящих у нас очень много в Москве сейчас, но также и из стран СНГ сейчас, я думаю, что не менее процентов, наверное, 30 населения в Москве. Москва – город, куда приезжает много туристов, и это же не село какое-то с деревни, где висят эти таблички. Ну, есть указатели на английском, почему бы не сделать, Россия же всегда была интернациональной страной, и так, может быть, проще будет всем людям. Русский язык особо плохо понимают, им удобнее. Единственное, что транскрипция написана неправильно. Потому что им не всем понятно будет, что именно имеется в виду. Я считаю, что эта инициатива хорошая. К несчастью, не везде, не в каждом регионе у нас есть работа. И если людям здесь она предоставляется, и люди справляются с этой работой, я считаю, что эта инициатива хорошая. Мне все удобно, нормально. Все нормально. Как это по-русски, наша страна хорошо знает. Как хорошо, все равно, нормально понимает. Пусть будет на узбекском, тем более это довольно большая часть уже населения Москвы, которая также живет здесь, трудится, тоже есть семьи. И главное, чтобы себя вели нормально, по-человечески, по законам города, и нашей страны. Это помощь в адаптации, в первую очередь, для гостей города. Большинство хотя бы как-то, понимают русский, так что, мне кажется, это просто... По большей части это бесполезная трата ресурсов. Мы же не пишем даже, например, на том же китайском, хотя китайцев, например, в Москве тоже много. И, не знаю, может быть, это делается потому, что очень много граждан из Узбекистана и соседствующих стран приезжают именно для работы, чтобы им было комфортнее работать. В смысле, коренного населения, конечно, должно быть больше, а то не хочется, чтобы Москва стала вторым Парижем. Мне кажется, что, в принципе, это полезно для навигации, но, возможно, стоит расширить выбор языков, возможно, стоит применять это не только в метро, потому что, понятно, что метро пользуются все, но город все-таки не маленький. Где находится улица, можно написать на узбекском или на таджикском. Это помогает людям, которые приезжают из Таджикистана или из Узбекистана. Например, на перекрестке можно написать, где какая улица находится. Это можно, да. Я больше думаю, нигде. Потому что человек выходит из метро, он должен знать, куда он вышел и что. Не будем же мы улицы везде писать на всех языках. Это тогда получится очень некрасиво. Я, наверное, думаю, что везде, где есть какие-то заведения общественные, то есть у нас много туристов, которые тоже испытывают какие-то сложности. Поэтому я думаю, где нашему человеку нужно показать, где какие места есть в городе, я думаю, что и там надо дублировать. Я за это. В центре основной, требуется внимание на переходы. Автобуса нам было бы удобно. Другие нации всем, кыргызам, таджикам, узбекам. Другие нации тоже. Очень шаткое положение и в стране, и криминал повысился и все прочее. Это не то, что ненависть, наверное, всегда... может и ненависть, она была всегда. Далеко не все любят приезжих, это неискоренимо, но это всегда будет. Не знаю, мне кажется, сейчас мы немножко отходим от этого.
все равно как-то становимся более лояльными. Ну, всегда будет ряд людей, между прочим, и приезжих, которые будут таких же приезжих и ненавидеть. Считается, что мигранты, ну, знаете, наверное, фразу, да, что Москва не резиновая, понаехали здесь все, вот это вот все. Наверное, дело в том, что москвичи, в принципе, как-то охраняют свою среду, хочется, чтобы она была чистой, чтобы она была безопасной. Зачастую, ну, насколько мне, опять же, известно, в спальных районах мигранты могут, скажем так, дебоширить немножко, и это, ну, вызывает определенное беспокойство у людей. Хотя, ну, не нужно всех грести, на мой взгляд, под одну гребенку, все люди все-таки разные, и нужно исходить из этого. А негатив, я, честно говоря, не знаю. Может быть, потому что Москва увеличивается, появляются пробки в метро, появляются пробки на улицах, в автомобилях. Но я считаю, что людей надо поддерживать в любом случае, независимо от того, откуда они приехали. Зависть, наверное. То, что они больше зарабатывают денег. Ну, вы знаете, я думаю, что у нас люди все замкнуты сами на себе. Это самая большая беда, ну, больших городов и наших людей. Надо быть добрее. Поэтому, если здесь живут представители других народов, и, я еще раз повторю, трудятся, и у них здесь есть какие-то свои семьи, почему они должны быть людьми второго сорта? Мы дикие. Мы, может быть, тоже когда-нибудь эмигрантами станем. Ну, бывает, нас трогают. Мы в чужом стране. Не надо, свою работу надо делать, и все. Чужих не надо трогать. Все, не знаю больше.